ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 10:00, корпус Л Ухтинского университета. Старт заводской олимпиады по химии для старшеклассников и учеников средних учебных заведений. Этот турнир на знание естественных наук тут проводится во второй раз, уже, можно сказать, традиционно. Организатором олимпиады выступает нефтеперерабатывающий завод. Кует будущие кадры, пока они не уехали в другой регион. Идея, нужно сказать, рабочая. Победителю в подарок достается направление в профильный вуз. Вот сейчас вы пришли поучаствовать в соревнованиях, и на самом деле, может быть, впоследствии это повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Таким образом, сейчас складывается жизнь у двух молодых ребят, которые в прошлом году участвовали в Олимпиаде, победили, и сейчас от нашего предприятия учатся в двух вузах, получают профильное высшее образование в Волгограде и в Перми. Перспектива заманчивая. Наверное, поэтому в 2018-м поучаствовать в Олимпиаде решили 23 школьника и 18 студентов Горно-нефтяного колледжа. Для сравнения, в прошлом году попробовать силы пришли только 34 юных химика. Олимпиада в этом году, как утверждает главный организатор, сложная. Теоретическая часть включает в себя 4 задачи. Практических же заданий одно, но зато какое! В частности, задания, которые выданы детям, это задания аналитического плана. То есть здесь нужно продумать вопрос, что получается, и к этому веществу добавить следующее, получить третье вещество из него. И такая цепочка превращений, которая приводит к конечному результату работы. То есть ребенок должен проанализировать работу на всех этапах и правильно не сбиться, получить тот или иной осадок или газ, или какое-то еще вещество. И уметь его определить, естественно. Как отмечает Галина Николаевна, для любителей химии, особенно из школ, важна не только победа, но и возможность поработать вот в такой отличной лаборатории. Больше реактивов и измерительных приборов дают возможность сделать более точные эксперименты. Такой опыт уж точно заинтересует химией еще сильнее. Длятся и лабораторное задание, и теоретическая часть 120 минут. Кто же за эти 4 в общем часа сможет изменить свое будущее и нахимичить себе направление от Лукойла, будет известно 30 января.